Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Доброе утро. Текущая эпидемиологическая ситуация на территории Республики Саха-Якутия остается напряженной. Республика находится в режиме повышенной готовности. Необходимо обратить внимание, что непосредственно на сегодняшний день у нас за сутки зарегистрировано 47 новых случаев в целом по Республике Саха-Якутия. Из них 40 случаев зарегистрировано на территории города Якутска, 4 случая в Нерюнгри и по 2 случая в Мегино-Кангаласском и Верхоянском улусах. Обращаю ваше внимание на то, что только что закончилось заседание совместных оперативных штабов Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского и, соответственно, нашего республиканского штаба по вопросам особенностей именно состояния санитарно-эпидемиологического в этих районах. Верхоянский улус, безусловно, является особенным, улусом является арктическим. И нужно сказать, что на сегодня вся медицинская система и административная система готовы для того, чтобы непосредственно как лечить заболевших, так и, соответственно, осуществлять полный контроль за теми гражданами, которые прибывают. Верхоянский и Мирнинский районы остались теми районами, в которых продолжается встреча тех граждан, которые прибывают на территорию района, и осуществляется их соответствующая изоляция. Поэтому на настоящий момент там в этих районах усиленно продолжает проводиться и дезинфекция, и, соответственно, все мероприятия направлены на соблюдение выявления контактных лиц и соблюдение масочного режима как такового. Отдельно мы также рассматривали ситуацию в Мегино-Кангаласском районе. К сожалению, несмотря на положительную динамику, связанную с большим количеством там выздоровевших, уже на наших койках инфекционного стационара врачи наблюдают меньшее количество самих пациентов. Тем не менее, в Мегино-Кангаласском районе вновь появляются новые очаги, связанные с приезжими, в том числе на отдыха из города Якутска. На это мы обращаем особое внимание, потому что в любом случае все они находятся под контролем властей. Нужно сказать, что оперативные штабы и районы республики в данном вопросе отрабатывают сразу, и, соответственно, медицинская помощь людям оказывается. На настоящий момент для нас является сферой внимания также Нерюнгринский район. Как я уже сказала, там зарегистрировано 4 новых случая. В данной ситуации администрация района, особенно после поездки главы района, получила соответствующие рекомендации усилить работу административных комиссий для того, чтобы следить за соблюдением масочного режима. Второй момент, на который я сегодня бы хотела обратить внимание. Да, мы перешли на второй этап. Да, мы начали жить по новым стандартам жизни. Мы не вернемся, безусловно, к тем условиям жизни, которые у нас были в доковидное время. Поэтому нам сегодня всем нужно непосредственно обычного гражданина, от ребенка до руководителя большого предприятия четко соблюдать те новые требования, которые предъявляются. А соответственно, это и масочно-перчаточный режим в общественных местах, это социальное дистанцирование. И, соответственно, эти правила, они будут обязательными достаточно длительное время, и уже их необходимо четко соблюдать. От температурного режима до меньшего общения друг с другом. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с информацией на 11 часов дня 8 июля. Оставайтесь с нами.